Добрый день, уважаемые абитуриенты. Я Жилко Елена Павловна, старший преподаватель кафедры информационных технологий, и рассказываю вам о форме и процедуре проведения экзамена по информатике и инфокоммуникационным технологиям. Вступительное испытание, которое проходит на базе нашего университета, длится 60 минут. И если среди вас есть лица с ограниченными возможностями здоровья, то это время можно увеличить до 1,5 часов. Но это должно быть обязательно документально подтверждено. Форма сдачи дистанционная, проходит в виде теста. Вам нужно ответить на 25 вопросов. Тестовые задания включают разделы по основам теории информации и информационных процессов, основы математической логики, алгоритмизации программирования, технические и программные средства персональных компьютеров, информационно-коммуникационные технологии. Максимально можно набрать 100 баллов, минимальная 40. Что значит дистанционная форма сдачи? Обращаем ваше внимание на то, что первый вход осуществляется через логин и пароль, который вы получите по электронной почте. Письмо может попасть в папку «Спам», поэтому вы тоже ее проверьте. Все последующие посещения сайта вы будете осуществлять под своим паролем. Когда вы войдете первый раз, то вам будет предложено поменять пароль при входе в учетную запись. И вот уже со своим паролем вы будете осуществлять посещение сайтов. Перед каждым экзаменом нужно сфотографироваться и прикрепить цветное фото, где видно лицо абитуриента, то есть ваше лицо, да, и главный разворот паспорта, где есть фото и ваша фамилия, имя, отчество. Время, отведенное на прохождение экзамена, ограничено. У вас имеется только одна попытка. Доступ будет открыт по расписанию. В этот период вам необходимо зайти в систему. После входа начинается отсчет времени. Стандартно 1 час. Пересдачи не предусмотрены. И самое последнее время входа это будет за 1,5 часа. Как это осуществляется? Вы заходите на сайт приемной комиссии, вот он указан, https abitur.bspu.ru, выбираете слева, видите, бакалавриат и специалитет, и справа стрелочкой выбираете расписание. Там вы увидите время сдачи вступительных испытаний. По дисциплине информатика и инфокоммуникационные технологии вы увидите, что консультация состоится 21 июля. В этот день вы можете задавать вопросы, а само вступительное испытание 23 июля с 10:00 до 22:00. Повторюсь, самое позднее время входа это за 1,5 часа. Как подготовиться к вступительному испытанию? Для этого, опять-таки, с сайта приемной комиссии, выбрав раздел «Бакалавриат и специалитет», слева вы видите, можно выбрать программу вступительных испытаний и выбрать дисциплину информатика и ИКТ. Перед вами откроется программа следующего вида. Здесь вы можете посмотреть, какие основные разделы. Это у нас в разделе «Основы теории информации и информационных процессов» нужно знать понятия информатики, системы счисления, представление информации в электронно-вычислительных машинах. По основам математической логики это основные понятия, область применения, логические функции, способы их задания, законы и аксиомы алгебры высказываний. По алгоритмизации программированию это структуры данных, понятия алгоритма, основные операторы, какой-либо язык программирования и символы синтаксиса языка программирования.
И, конечно, уметь составлять алгоритмы и программы обработки часовой информации вычислительного характера и обработки символьной информации. Более подробно вы можете познакомиться там. В 4 разделе это краткую историю вычислительной техники, устройство ввода, вывода, память, программные средства персонального компьютера, какие есть. И по 5 разделу это традиционные компьютерные технологии, технологии хранения, поиска и сортировки информации с использованием систем управления базами данных, телекоммуникационные, сетевые технологии, интернет-технологии и мультимедийные технологии. Ну вот по этим темам мы можем разобрать с вами несколько примеров. Первый пример представлен – это работа с разными системами счислениями. Вам представлено выражение, где имеются числа в разных системах счисления: 16-ричная, 8-ричная и 2-ричная системы счисления. Вот в скобочках указано. Вычислить сумму именно в 8-ричной системе счисления. То есть ваша задача перевести из 16-ричной системы счисления, ну это один из способов решения, из 16-ричной системы счисления в десятичную, из 8-ричной в десятичную, из 2-ричной в десятичную, найти сумму в десятичной системе счисления и потом перевести в 8-ричную систему счисления. То, что получится. Ну вот это вот задание по системам счисления. Еще одно задание, это тоже по системам счисления, решить уравнение, причем неизвестно, какая система счисления дана, и ответ записать в троичной системе счисления. Решение, представленное, примерное решение, это вы представляете запись, переводите, скажем, все виды записи в десятичную систему счисления. Таким образом получаете квадратное уравнение, ну и чисто математически решаете квадратные. В данном случае мы получили два корня, минус 8 и 6, поэтому минус 8 у нас не может быть основанием системы счисления, вариант остается 6. Основание системы счисления 6, прошу прощения, это мы нашли решение в десятичной системе счисления и переводим в троичную систему счисления. Таким образом получаем ответ 20. Есть примеры по кодированию информации, задание в Excel, очень такое, какой вид приобретет формула после того, как ячейку А1 с формулой, она указана в задании, да, скопирует в ячейку B1. Хочется упомянуть про абсолютные и относительные ссылки. Разобран пример, вы можете здесь посмотреть. Также имеется задача по алгебре логики. Например, функция f задается соответствующим выражением, и нужно по строкам таблицы истинности восстановить переменные x, y и z, переменные 1, 2, 3. Ну и по разделу алгоритмизации, вот пример, обратите внимание, дан фрагмент записи на алгоритмическом языке, и нужно выяснить, что будет результатом выполнения этого алгоритма и какое значение примут переменные. В день консультации мы с вами находимся в доступе. Мои контактные данные – это электронная почта жилкод20@mail.ru, номер телефона, можно общаться через WhatsApp. Если у вас какие-то возникают технические вопросы, вы можете обратиться на сайт абитуриента, раздел абитуриенту, и указан номер телефона,
где можно решить эти вопросы. Напоминаю, что консультация проходит у нас 21 числа, поэтому будьте на связи. Желаю вам всего хорошего, удачной сдачи, подготовки и сдачи экзамена. До свидания. Первый вход в личный кабинет у нас уже был. Теперь рассмотрим первый вход в систему вступительных испытаний. Если у вас во вкладке «Вступительные испытания» в личном кабинете отображается расписание вступительных испытаний, личное расписание, то есть оно примерно будет выглядеть так: те предметы, которые вы должны сдавать в ВУЗе, у вас будут отображаться, если их вам назначат, то есть назначат экзаменационную группу уже. Как только у вас вот в личном кабинете отображается такая табличка, значит, к вам пришло письмо на почту об учетной записи в системе вступительных испытаний. То есть вот вступительные испытания БГПУ имени Акмуллы, новая учетная запись. Обратите внимание, что часто вот именно эта рассылка попадает в папку спам. Обязательно проверяйте папку спам. Вы заходите и проходите по ссылке. Вот, по ссылке. Вы оказываетесь на сайте, где будут проходить вступительные испытания. Вы копируете логин. Логин — это ваша электронная почта. И пароль, обратите внимание, что он временный, то есть вы заходите через него только один раз. Заходим. При первом заходе вас потребует, чтобы вы сменили пароль на свой собственный. Все. Как только вы смените пароль на собственный придуманный, вы под этим паролем всегда заходите на любые экзамены именно под своим собственным паролем. То есть никаких новых вам уже не пришлют, если у вас несколько экзаменов. Вот я поменяла все на собственный, то есть все, я свою учетную запись полностью поменяла, теперь зайти могу только я. И вот уже вот этого нашего абитуриента тестового вступительное испытание есть, социальная психология. Обратите внимание, что 23 июля, то есть только 23 июля вы сможете сдать это вступительное испытание. Тут у вас будет путеводитель, который вам, если что, поможет разобраться, как этот сайт работает. Но я быстренько вам все-таки объясню какие-то моменты. У вас тут будут закреплены две инструкции по закреплению файла. Она вам пригодится для того, чтобы закрепить вашу фотографию перед непосредственно экзаменом. То есть, например, вот у нас говорится, дать ответ на задание. То есть надо сделать сначала фотографию с паспортом, чтобы потом у вас открылся тест для прохождения. В инструкции, которая будет закреплена в личном кабинете, будет все тоже подробно расписано. Вы должны сфотографироваться так, чтобы было видно ваше лицо и, главный, разворот паспорта. Такую фотографию вы подгружаете в первое задание, где прикрепить цветное фото, где видно лицо абитуриента и, главный, разворот паспорта. Как только вы его прикрепите, у вас откроется тестирование. Тестирование длится от часа до 1,5 часов для обычных абитуриентов, и для абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья будет отдельный тест еще вывешен, где будет 1,5 часа и более. На 1,5 часа, не более на 1,5 часа продлен этот тест. Вы заходите все просто в тестирование. Даже если тут будет тест для лиц с ограниченными возможностями здоровья, вы туда его не проходите, только проходите один единственный тест. Попытка только одна. Если у вас какой-то технический сбой, то, пожалуйста, сразу же вы пишите на почту приемной комиссии или звоните на почту приемной комиссии.